Кайрылгы күн әріптестері Алматы қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі өз жұмысын бастайды. Бүгін біз дүниежүзілік балалар күніне орай неонатологтар мен учаскелік педиатрлардың рөлі туралы айтатын боламыз. Біздің құрметті қонағымызбен таныстырып өтейін. Плужникова Елена Александровна, Алматы қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының штаттан тыс неонатологы және педиатры. Вам слово. Добрый день, уважаемые представители СМИ. Сегодня, в этот день, мы хотим поговорить о роли врача, участкового врача-педиатра и врача-неонатолога. Я думаю, что врач-педиатр – это, наверное, самый любимый, я надеюсь, врач в любой семье. Почему? Потому что чаще всего именно с ним больше всего сталкивается любой человек. И не обязательно для этого быть больным. В этом и уникальность нашей педиатрии, в том, что для здорового ребенка все равно нужен врач, как ни странно. Да? Для взрослого врач нужен, когда он заболел, для ребенка, если он прекрасно, хорошо развивается, все равно нужно наблюдение педиатра. И когда мы были детьми, мы встречались с врачами-педиатрами, с нашими поликлиническими. Когда мы стали родителями, у нас появились свои дети, мы еще больше стали встречаться с врачами-педиатрами, потому что нам теперь стало интересно, как же наши дети развиваются. Когда мы становимся бабушками и дедушками, мы, наверное, только этим и озабочены, как же развиваются наши любимые внуки. Поэтому роль участкового педиатра, она очень важна. Участковый педиатр, во-первых, ведет наблюдение за здоровым ребенком, как он развивается. Почему? Потому что педиатрия – особая наука. Это наука о динамическом организме, то есть нет никаких статистических каких-то показателей, которые постоянно остаются в одной и той же паре, как у взрослых. То есть для ребенка показатели крови, показатели уровня давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, то есть все любые параметры, они все привязаны к возрасту. Например, если у взрослого человека частота сердечных сокращений будет зафиксирована, то есть пульс на уровне 100, то вам скажут, что здесь что-то не так. Если 100 в покое, значит, у человека есть какое-то заболевание, его надо выяснять. Если мы возьмем 5-летнего ребенка, то для него это абсолютная норма – 100 ударов в минуту. И так практически с любым показателем. Биохимические показатели крови, уровень гемоглобина, уровень нейтрофилов – все привязывается к возрасту. Я думаю, вы замечали, что когда вы обращаетесь к педиатру, когда вы хотите изложить жалобы на своего ребенка, первый вопрос, который он вас задает, это какой возраст у вашего ребенка. Потому что, когда я как педиатр понимаю, с каким возрастом я сталкиваюсь, для меня сразу разворачивается картина его нормы, той нормы, которая должна быть в его возрасте. И после того, когда я слышу жалобы от мамы, имеется в виду, на что она жалуется по состоянию здоровья своего ребенка, когда показывают анализы, я уже начинаю понимать, у нас здесь есть отклонение или это все укладывается в момент его развития. Неонатологи – это врачи, которые работают в роддомах, они работают с новорожденными детьми, они участвуют в родах, и на сегодняшний день, даже если у вас нормально развивается беременность, у вас все прекрасно проходит в родах, тем не менее врач-неонатолог присутствует у вас при рождении вашего ребенка, потому что это очень важно. Я думаю, мы об этом чуть позже поговорим. Спасибо вам за представленную информацию. Далее мы переходим к сессии вопрос-ответ. Бірінші сөз тізгіні Алматы ақшамының журналисті Нұржамал Әлішеваға беріледі. Сәлеметсіз бе? Менің сұрағым, неонатологтар жаңа туған нәрестені қанша уақыт бақылайды? Вы знаете, неонатологи наблюдают новорожденного, пока он находится в родильном зале, в родильном доме при рождении. После того, как новорожденный ребенок выписывается из родильного дома, обязательно передается патронаж на ребенка в поликлинику территориально. И в течение первого месяца уже участковый врач-педиатр и участковая медсестра, они приходят на осмотр этого ребенка домой. То есть неонатолог наблюдает детей в родильном доме. Если же у нас ребенок в перинатальном центре родился, скажем, недоношенным, то понятно, что он не 4-5 дней проведет в родильном доме, он будет достаточно долго там лежать.
Детки, которые родились глубоко недоношенными, они в перинатальном центре иногда проводят от 4 до 6 месяцев после рождения, то есть без выхода оттуда, прежде чем будут выписаны домой. И вот в этом случае весь этот период ребенка будет наблюдать врач-неонатолог. Рахмет. Екінші сұрағым. Біздің неонатолог мамандар, шала туған сәбилер болады ғой, солардың ең аз салмағы қанша? Бізде қазір қанша граммдық баланы қатарға қосып жүр біздің дәрігерлер? Жалпы медициналық жетістіктер туралы айтып кетіңізші. Ну, я, наверное, неправомочно говорить сейчас про Казахстан, так как являюсь неонатологом города, а могу сказать, что у нас рождаемость примерно на том же уровне осталась. То есть за 2022 год по городу Алматы было рождено детей около 44,5 тысяч. На сегодня за 10 месяцев 2023 года у нас 37,5 тысяч детей родилось по городу Алматы. Да, недоношенные тоже рождаются, и процент недоношенных детей остается таким же, в среднем это 6%. То есть в прошлом году это составляла цифра где-то 2,5 тысячи детей, из 44 тысяч это родились детки недоношенными. Жамал, сұрағыңызға көп рахмет. Следующее слово дается журналисту «Вечерней Алматы» Наталье Кушаевой. Добрый день. Скажите, пожалуйста, какая медицинская помощь чаще всего требуется новорожденным и какие есть сигналы, на которые следует обратить внимание родителям малышей, особенно новорожденных малышей, чтобы не пропустить какие-то заболевания, какие-то тревожные признаки? Ну, если мы говорим про уровень родильного дома, то чаще всего там требуются меры реанимации. Ну, я не говорю, что это всем подряд, но если ребенок рождается здоровым, то, как правило, он только наблюдается неонатологом. Но если ему нужна какая-то медицинская помощь, то, как правило, это достаточно серьезные состояния, это дыхательная недостаточность, это применение респираторной поддержки в виде искусственной вентиляции легких, в виде неинвазивной респираторной поддержки, в виде инфузионной терапии. Это, как правило, недоношенные дети, дети с врожденными пороками развития, либо с какими-то заболеваниями. Если мы говорим о детках, которые благополучно родились и выписались домой, и до месяца, какие у них могут быть состояния, как правило, родители обращают внимание на желтушность кожных покровов. Это достаточно одна из самых частых обращений – это желтуха новорожденного. Здесь нужно понимать, что существует такое понятие, как физиологическая желтуха новорожденного ребенка. Это вполне себе естественный процесс, он протекает нормально, он должен быть, у него есть своя причина для этой желтухи. И есть патологическая желтуха новорожденного. Конечно, родители сами одно от другого отличить не смогут, так как там есть комплекс определенный диагностический, по которому врач-неонатолог либо врач-педиатр понимает, это физиологическая желтуха или патологическая. Поэтому с этим, я думаю, надо обращаться. То есть с какими симптомами имеет смысл обращаться либо к педиатру, либо к неонатологу? В первую очередь, если какие-то нарушения с дыханием, если мама слышит, что ребенок дышит не так, это вот так и называется, что-то с ним не так. Это повод вызвать врача, либо отвезти ребенка в больницу, хотя бы вызвать скорую помощь на себя. Если резко наросла желтушность кожных покровов, это тоже не совсем благоприятный признак. Если ребенок до этого прекрасно брал грудь, питался, был достаточно активным и вдруг стал вялым, сонливым, ребенок отказывается от груди, перестает питаться, это тоже достаточно серьезный симптом того, чтобы обратиться за медицинской помощью. И вы должны понимать, что в данном случае детки новорожденные – это достаточно серьезный контингент пациентов. Если у них какие-то хотя бы минимальные нарушения имеются, то важно не заниматься самолечением, а обращаться в медицинские организации, потому что у новорожденных детей любая симптоматика очень смазанная, очень общая и при этом протекает достаточно быстро
за несколько часов улучшение состояния может произойти достаточно быстро. Поэтому в первую очередь лучше обращаться за медицинской помощью. Спасибо Спасибо. за вопрос. Скажите, пожалуйста, какие частые патологии новорожденных детей встречаются именно в Алматы и каковы их причины? У новорожденных, но в любом случае у нас на первом месте, конечно, врожденные пороки развития стоят и недоношенные дети. Но недоношенность это нельзя сказать, что это прям совсем патология. Это незрелый ребенок, он требует, все зависит от уровня недоношенности, насколько недель маме не удалось доносить до конца. Чем более незрелый ребенок, тем больше у него патологии. Они будут в первую очередь с дыхательной системой связаны. А врожденные пороки развития, они, к сожалению, сейчас диагностируются достаточно часто. Пороки развития тоже бывают разные, от тяжелых критических до тех, которые вполне поддаются коррекции. И важно, чтобы мама в период беременности обязательно посещала все скрининги, проходила УЗИ-обследование для того, чтобы можно было вовремя предсказать, какого мы ждем ребенка, какая ему понадобится помощь, и нужно ли будет после рождения обращаться сразу, например, за хирургической коррекцией порока, таких как врожденные пороки сердца, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта. Вот они часто встречаются. Не могу сказать, что это прям только с одной Алма-Атой связано. У нас нету эндемических каких-то заболеваний, то есть сказать, что вот исключительно к нашему городу можно привязать какое-то заболевание новорожденного ребенка. Но из наиболее частых недоношенность, врожденные пороки. Спасибо за вопрос, Наталья. В завершении, какими рекомендациями вы поделитесь с семьями, планирующими рождение ребенка, а также родителями новорожденных? Ну, если вы планируете рождение ребенка, я думаю, сейчас на сегодняшний день у нас общество достаточно осознанно подходит к рождению детей, да, поэтому если семья планирует, что у них появится малыш, желательно до зачатия пройти обследование как папе, так и маме. Маме даже в большей степени, я думаю, мы понимаем, потому что именно ее организм будет создавать будущего малыша. Поэтому если есть какие-то хронические очаги инфекции, их легче всего пролечить до зачатия, когда еще внутри не развивается малыш. Если есть какие-то хронические заболевания соматические, желательно привести их в ремиссию. Если есть недостаточность по витаминам, по каким-то микроэлементам в самом организме, то желательно это все привести до должного уровня. Ну, я, конечно, уже не говорю о том, что нужно прекратить, если вы не можете насовсем, то хотя бы на какое-то время вредные привычки, употребление алкоголя, наркотических веществ, табакокурения, да, вот, это и папы касается в том числе. И вот когда хотя бы за полгода, за год готовится до зачатия, на этом фоне происходит зачатие, и дальше беременность также вести в рамках здорового образа жизни, я бы сказала. А что касается родителей новорожденных детей, то у нас в городе достаточно хорошо поставлена педиатрическая служба, поэтому в основном, что я бы рекомендовала родителям, вы любите своих детей и присматривайтесь к ним просто. И если есть необходимость, просто обращайтесь к педиатрам, они всегда отзовутся. Благодарю вас за ответ. Дорогие коллеги, если у вас не остались вопросы, на этом мы завершаем наш прямой эфир. Спасибо за участие в пресс-конференции. Құрметті әріптестер, осымен сұрақтарыңыз тәмам болса, біз жұмысымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.